В минувшие выходные в Великом Новгороде прошли сразу 2 турнира по спортивным танцам. Всероссийские соревнования «Давайте потанцуем» и открытый чемпионат и первенство Новгородской области. Игровой зал Центральной спортивной арены сегодня соревновательная площадка номер 1 в области. Едва ли не каждые выходные крупный турнир всероссийского масштаба. Веселые игровики, брутальные единоборцы и грациозные танцоры. Показательное выступление настоящих профессионалов. Мастер-класс для участников соревнований. К сожалению, пар такого уровня сегодня в нашей области нет. Но тенденции в развитии танцевального спорта в целом положительные. Новгород у нас на пути становления. Клубы растут, появляются новые клубы. Пытаемся мы развивать область, чтобы у нас все-таки появились в области сильные коллективы. Ну, хочу сказать, что думаю, что в ближайшее время, годика через 2, у нас будет достаточно крепкая и сильная организация. В субботу и воскресенье утром спортсмены набирали рейтинговые очки во всероссийских соревнованиях «Давайте потанцуем». А после обеда на паркет вышли участники открытого чемпионата и первенства Новгородской области. В большинстве своем это те же самые пары. Но значение второго турнира несколько выше, особенно для хозяев. Для них эти соревнования в первую очередь отбор в сборную Новгородской области. Я всю жизнь занимаюсь танцами, я поменяла много стилей. С маленького вообще, буквально с 3-годовалого возраста я занималась эстрадными танцами. Потом классикой у станка, то есть стояла народными танцами. Да. И только в бальных танцах именно уже нашла себя. Сейчас только в Великом Новгороде работают 8 клубов спортивных танцев. Еще 2 в Валдае и Батецком. Желающих заниматься этим видом спорта достаточно много, причем как детей, так и взрослых. Но есть определенные сложности при формировании пар. Это огромная проблема для бальных танцев найти мальчиков. Мальчиков мамы не хотят отдавать, особенно папы не хотят отдавать бальные танцы. Девочкам больше, да. Очень много детей, которые ждут, ищут, когда же наконец он появится. На самом деле еще неизвестно, что больше пригодится в жизни юноши – умение танцевать или владение, к примеру, боевыми искусствами. Ситуации бывают разные. А если говорить об общем физическом развитии, то легких видов спорта не бывает. Везде нужно работать до 7-го пота и обрастать мышцами. Танцы развивают, конечно же, координацию, пластику, эстетику. Позволяет человеку хорошо быть воспитанным с точки зрения по отношению и к женщинам, так же как к мужчинам. Но прежде всего это и вырабатывает хорошую выносливость. Потому что, понимаете, протанцевать где-то 5 туров или 6 туров или 4 или 2 тура – это достаточно большая нагрузка на организм. Алексей Дмитриев, Илья Школьников, новости спорта, Новгородское областное телевидение.